Приготовились к съемке. Внимание, начали. Военный инженерный институт при Сибирском федеральном университете. 3-й курс. Единогорск, медицинский техникум, 1-й курс. Медицинский университет, 4-й курс. Аэрокосмический колледж, 2-й курс. Единогорск, Красгау, 2-й курс. Красноярский институт водного транспорта. 3-й курс. Единогорский техникум лесных технологий, 4-й курс. Аэрокосмический колледж, 1-й курс. КРСГМУ, 2-й курс. Представьте, вам 18, вы уехали за Саяны. Учиться, покорять мир, заводить друзей, искать себя и просто жить так, как хочется своей душе. Чем живут наши земляки-студенты? Какие они? Приехав в Красноярск, мы решили познакомиться с землячеством NSI. И мы не стали упускать такую возможность, чтобы познакомиться с президентом Тувинского землячества NSI. Здравствуйте, меня зовут Лобсан Самбу. Я являюсь председателем Красноярского Тувинского молодежного землячества NSI. Расскажи, пожалуйста, сколько на данный момент проживает тувинцев в городе Красноярск? В городе в Красноярске у нас помимо студентов очень много людей, которые просто живут здесь в Красноярске. Студентов не могу точное количество посчитать, но очень много. Более 2000 или 3000 тувинцев точно в Красноярске есть, мне кажется. Хорошо, меня еще интересует такой вопрос. Вот чем вы занимаетесь в вашей организации? Вот вы собираетесь, устраиваете какие-то конкурсы, соревнования? Мы, получается, ведем активную жизнь не только студентов, но и жителей, в городе Красноярск. Проводим спортивные землячества, футбол, волейбол, борьбу, иногда боремся здесь. А также мы проводим творческие мероприятия, помимо вечер гитаристов проводим. Также у нас есть такой знаменательный конкурс, который раз в году бывает. Это у нас конкурс красоты и мужества, который проходит в марте. Потом победители у нас едут в Тыву, получается. Там проходит Альма-Матер, и участвуют там. Надеюсь, в этом году наши участники станут чемпионами. Который год уже ты являешься президентом? Я на должность вступил в сентябре. В сентябре? В 24-м году, получается. А как тебя избрали? Как это получилось? Президентов выбирают из числа молодых, талантливых ребят, получается, которые могут общаться и быть представителем нашего тувинского землячества и также объединять многих тувинцев, которые находятся в городе Красноярск. Хорошо. Не зря же ты стал президентом. Расскажи о себе. Чем ты занимаешься помимо руководства? Я являюсь студентом 3-го курса в Сибирском государственном университете. Учусь в лесном деле, будучи лесной инспектор, можно сказать. Помимо учебы занимаюсь спортом, увлекаюсь вольной борьбой, являюсь мастером спорта. Занимаюсь уже на протяжении более 10 лет. Занимаюсь вот так вот, можно сказать. И помимо спорта еще должностью президента успеваю заниматься, проводить активную жизнь в городе Красноярске. С тувинцами работаем, получается. Хорошо, расскажи, пожалуйста, почему ты решил остаться именно в этом городе? Мне нравится этот город тем, что он ближе всего к нашей родине и также неплохо развивается. Для студентов здесь очень хороший город тем, что здесь работа есть помимо учебы. Большой город, где можно погулять, много красивых видов. Здесь в Красноярске есть столбы, есть природный заповедник, также есть
остров Татшево, где мы вот сейчас гуляем, самый большой, наверное, парк здесь. Есть самый большой флаг России, самая длинная лестница в России, 1600 с чем-то ступенек. Ну, а так город красивый, замечательный. Здесь также есть самый лучший университет в Сибири, СУ называется. Ну, помимо образования, также и для жителей здесь неплохо. Перспективный, развивающийся город. Тувинцы выбирают Красноярск по большей части из-за близости к Тыве. Чтобы привыкнуть к новому городу и помогать друг другу, Лапсан проводит множество мероприятий. У землячества также есть спонсоры, например, водители, которые никогда не откажут в помощи. Часто они бесплатно отправляют посылки из Кызыла в Красноярск и наоборот, потому что понимают, что студентам тяжело. Разные бывают ситуации, а землякам нужно держаться вместе. Просил вот водителей, именно я, то есть справку всех студентов бесплатно, чтобы возили. Продукты, например, если пакетик, там мясо, то бесплатно, а если прям 2-3 мешка, хотя бы за 500 рублей, чтобы не обидно было. Чингис Мангуш работает в Тувинской транспортной компании Красноярска NSI. Всегда выручает наших студентов. Есть даже приятные бонусы. Круглых отличников при закрытии сессии возят абсолютно бесплатно. Маленький приятный стимул за любознательность. Историй у РС накопилось немало. За 10 лет работы он перевозил баранов, змей, собак и даже лису. Сотни килограммов мяса. Вот землячество, если сказать, то что МТЗ NSI, то есть это помогает нам давно уже. Не только студентам, то есть вот были случаи, много людей теряются тут, не знаю, как они туда приезжают, и жили вот ЖД вокзалов, их находили, и они же тоже бесплатно возили козыл. То есть если наш земляк, то, например, потерялся, не может уехать, и мы его находим, то есть покормили и так далее, приехали и отправили дальше. Потом козыли более-менее находят родственники. Некоторые прям теряются и живут там в ЖД вокзале. Было такое уже 2-3 раза. Есть такие моменты. Есть, которые вот переводчики нужно, вот в больнице лежат, то есть ну, раненые, например, или вот когда я точно лично отвозил вещи, это тест был, там в Шагонаре какой-то взрыв, и человек сразу с вертолета, из вертолета вывезли, он не мог говорить, у него пораженность тела какое-то было, он не мог понимать, то есть в краевом лежал, и нашли врачей, которые там вышли на связь, ну, первое необходимое купили, отвозили, потом он через полгода вышел, нашел номер и хотел типа поблагодарить, отправить деньги, говорю, не надо. Были такие случаи. Но если вы сейчас покажете, надеюсь, люди поймут то, что можно справку бесплатно отправить, и продукты, родителям особенно. Если своему ребенку, например, для учебы стол, например, или матрас, кровать, например, в общежитии, то это тоже можно легко отправить, даже бесплатно можно сделать. Студент поступил, приехал в город, практически о нем ничего не знает. Вот чем вы можете, что вы можете ему предложить, как помочь, как поддерживаете, да, новых, тех, кто сюда только приехали? Ну, смотрите, у нас в каждом университете или в каждом техникуме есть тувинцы, да, которые обучаются, ну, на старших курсах обучаются, на младших курсах обучаются. Они новичкам всегда помогают, получается, обосноваться в городе, там, познакомиться с городом. Ну, у нас есть, например, знакомство с первокурсниками, называется посвящение первокурсников. Каждый год, получается, в сентябре мы проводим такие мероприятия. Эстафеты всякие там веселые проводим. И знакомимся заодно с первокурсниками. Вот откуда у вас такое, что вы хотите всем помогать? Ну, как говорится, у нас даже в уставе нашего землячества, да, вот есть такое правило прописано, то, что мы должны помогать всем тувинцам в городе Красноярск, получается. Ну и, как говорится, хоть и за саянами, но тувинцы должны быть всегда вместе, потому что мы же сплоченный народ. Мне кажется, наша сила в дружбе. Поэтому взаимопомощь всегда всем нужна, мне кажется. Я все время думала,
что в тувинских землячествах, да, допустим, даже в Томске, когда училась, я все время думала, что вы собираетесь там с ребятами и гуляете, пьете, устраиваете драки. Ну вот почему-то вот мне, тоже вот родители говорили, мол, не вступай в землячество, там опасно. Вот, я хочу развеять этот миф, потому что, познакомившись с вами, у меня нет такого впечатления, и вообще кажется, что, это бред какой-то. Ну, смотрите, я как спортсмен, получается, резко негативно отношусь к пьянкам, также резко негативно отношусь к применению насилия, да, насильственных действий. Ну, как говорится, слухи на то и слухи, пока вживую не увидишь, не узнаешь. Про пьянки ничего не могу сказать, я вживую не видел, но я знаю то, что мы собираемся с студентами, организуем там спортивные мероприятия, играем в футбол, волейбол. Также у нас есть творческие мероприятия, вечер гитаристов, да, собираемся, играем на гитаре, весело, музыку поем. Не знаю, кто такие слухи пускает, но нехорошие слухи, если честно. Да, есть такое. Скажи, пожалуйста, вот лично ты сталкивался с такой ситуацией, как дискриминация из-за национальных признаков? Ну, если честно, как-то особо даже не сталкивался с такими. У меня есть тренерский состав, в котором хорошие люди, есть учительский состав, который, в техникуме, когда обучался, есть учительский состав, преподавательский состав в университете. Ну, как говорится, кто общается, кто как общается, тому и такое же отношение, мне кажется. С этим я согласна, да. Ну, в основном, сколько здесь учусь, признаков нацизма никогда такого не видел. Вроде бы говорят, что есть, но ни разу не встречал. Лично сам с такими вещами не встречался. Город Красноярск — это многонациональный город. Здесь не только тувинцы есть, здесь есть буряты, якуты, мигранты даже у нас учатся, корейцы, там, японцы, китайцы, африканцы, американцы, британцы. Много здесь национальностей. Кто-то по обмену учится, кто-то по целевому договору там приехал. Вот так вот. Ни разу не видел. Наоборот, дружбу народов видел в городе Красноярск. Как вы отмечаете здесь праздники? Допустим, вот национальный наш праздник Шага, самый главный. Как вы их здесь отмечаете? В этом году мы, получается, собрались в университете Красноярском аграрном. Мы проводили конкурсы, ТВЭК, да, у нас есть конкурсы поедание пельменей, да, у нас вот в этом году. Я бы поучаствовала. Традиции были каждый год, получается, мы проводили такие мероприятия, Шага. Там же в этом мероприятии у нас были и спортивные мероприятия, типа футбол, волейбол, там борьба у нас также есть. А потом, когда творческие мероприятия выступали, у нас были Узунтуныш, Другенчуга, Тевек, Тывызык, поедание пельменей. В этом году активно принимали, получается, участие студенты, и не только студенты, жители тоже приходили, принимали участие. Победителей наших вот этих вот соревнований мы также сладкими призами награждали. Ну и помимо сладких призов, мы также их бесплатно домой отправляли, получается, мы получали полный сертификат на бесплатную отправку домой. Ну, а так студенты бывают собираются вместе, лепят бузы, мясо варят, на стол накрывают и дружно проводят время вместе с друзьями, с семьей иногда бывает. И вот так вот проходит наш традиционный. Ну, иногда бывает, вот мы каждый год ездили на Сумбурган, получается, ставили сан салыры, да, у нас вот, такая традиция есть. Ставили, обряд вот такой проводили. На улице иногда бывает
куртки, там, хеп-хаттары, Мгм. тон-хаттары, Мгм. вот такие вот, ну, традиции не забываем, хоть мы не на родине. Любим Мгм. традиции, чтим, уважаем. А ты вообще скучаешь по дому и чего именно тебе не хватает? Ну, по дому, мне кажется, каждый тувинец скучает всегда. Мгм. Э, Как бы далеко он не был от дома, как бы сильно занят он не был, но по родине всегда скучаешь. Мгм. А чего не хватает? Я знаю на этот вопрос ответ. Тувинцам всегда не хватает мяса. Ну, это да, это база. А так, Мгм. а так, в целом, скучать не приходится. Учеба, работа, тренировки. Мгм. Мгм. Да и мне кажется, когда есть вот такие вот организации, как вы, да, то всегда в компании таких людей ты чувствуешь себя как дома. Ну да. Да. как И говорится, ваши, да, мероприятия, вот, организованные вами, они позволяют вот тоже чувствовать себя в комфорте, как на родине. Ну, как говорится, где уютно, оттуда и уходить не хочется. Еще я хотел бы вас познакомить с моим другом, заместителем моим, который играет тоже немаловажную роль в нашем землячестве. Идегел Бонгак. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и где сейчас учишься? Здравствуйте, я учусь в Институте искусств имени Дмитрия Хворостовского на вокалиста. Помимо учебы увлекаюсь всякими организаторскими делами. Традиционный конкурс красоты и мужества Дангана Этажи. В этом году мы, получается, провели Дангана Этажи в концертном зале Афонтова. Тоже очень красивый концертный зал. Сколько участников было? Участников 9 пар, 9 девочек, 9 мальчиков. Очень сильные, очень харизматичные и талантливые ребята у нас были в этом году. Режиссеры-постановщики Айсылдыс Кулар, солист свободного театра, свободного балета имени Терешкина. А второй наш режиссер-постановщик Чинчи Сулан, также студентка Института искусств на хореографа. Они очень красивый конкурс поставили по этапам, по танцам, по рисункам проходок, и в целом вот конкурс они поставили на очень высоком уровне. Проблемы бывают с финансированием этих мероприятий. Ну, как-то стараемся, справляемся более-менее при поддержке наших партнеров, спонсоров. А сколько у вас всего спонсоров, партнеров? Ну, в этом году наши самые главные спонсора это вот транспортная компания NSI и также хасисы, которые отправляют людей из Красноярска в Кызыл. Вот при их поддержке, получается, при их поддержке мы смогли показать людям хороший конкурс красоты и мужества, который прошел на совершенно ином масштабе, получается. В этом году прям хвалили нас. Да? Да. К сожалению, мы не застали этот конкурс, но надеюсь, вы нас пригласите в следующем году. Думаю, пригласим обязательно. Вы рассказываете, что вы потратили очень много времени, очень много ресурсов на проведение такого вот масштабного конкурса. Откуда у вас такая мотивация провести его? Откуда вы находите силы, время на организацию при том, что вы не получаете никакую финансовую выгоду? Конкурсами красоты и мужества я проникся с момента прошлогоднего Дангана Этажа, когда я сам лично участвовал. И летом на конкурсе Альма-Матер я проникся и понял, что надо поддерживать и возрастать
так скажем, новое поколение, которое будет лучше нас, ярче нас, талантливее нас. Меня что побуждает и что мотивирует, это студенты, которые учатся, жители, которые живут в этом городе. Ну, проводим этот конкурс, чтобы объединить людей, чтобы показать им красоту наших тувинских этажей, которые участвуют. В каждом городе, мне кажется, это мероприятие проводят с целью объединить тувинцев и показать им красивые мероприятия. Ну, для меня, если честно, работать вот так со студентами, это большая, как сказать правильно будет, ну, большая удача, можно, да, сказать. Ведь не каждый может вот так со студентами работать, общаться, делать какие-то большие мероприятия, не имея при этом выгоду. В наше время люди думают о собственной выгоде, но мы как волонтеры в каждых городах, при этом у нас, ну, появляется большой круг знакомых, друзей, когда мы вот так вот общаемся со студентами, жителями города Красноярска. Ну а так, конкурс красоты и мужества, да, очень много сил отнимает, но при этом приносит нам очень много радости, веселых моментов, ну и много знакомств.